Сегодня 20 января 2026 года, 20 часов 7 минут по Брюсселю, 22 часа 7 минут по городу Джахару. Я извиняюсь за то, что пришлось перенести стрим на час, но и немножко задержаться, но так бывает иногда, извините нас. Сегодняшний стрим называется, он будет на чеченском и на русском языках, называется «Путин сдает союзников от Венесуэлы до Ирана. Анализ предательства». На платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия 192-й стрим. С нами постоянный ведущий вот этой платформы Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Стрим идет на YouTube-канале Реалити, в TikTok и на официальной странице Президиума правительства ЧРИ. Вы можете заходить, задавать вопросы, участие в нашей сегодняшней беседе, встрече сегодняшней. И, если ничего не забыл, все те, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, и ваша безопасность на первом месте, друзья. Итак, Аят, как обычно, вам слово. Ассаламу алейкум, Хамид Махкой. Алейкум ассалам. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто нас слушает. Мы сегодня думали, вот в Давосе происходит там разные мероприятия, показывали. Но вчерашнего дня начался этот, так скажем, этот экономический форум, который собирается. Туда приехал Трамп, туда приехали все остальные лидеры, естественно, европейские. Урсула фон дер Ляйен приехала. Ну, в общем, все, значит, от России там прислали этого Дмитриева, там, родственника Путина. Так что там идут вот эти дебаты, ну, по крайней мере, это все, это проходит, этот форум под давлением, как сообщает господина Трампа. Он там себя ведет очень открыто. Тот протест, который выдвинул президент Франции Макрон, что он не согласен с тем, что делает Трамп по Гренландии и другие вопросы. Трамп так разошелся, что начал обвинять его во всех грехах. Это что такое, кто он такой? Скоро его не будет. Ему, если он начнет это делать, я его шампанское подыму, которое мы получаем до уровня 200%. Тогда посмотрим, что будет с ним и все такое. Но, естественно, кроме этого, европейские лидеры собрались, накануне говорили о том, о сём, как быть и что. Они вырабатывают единую там платформу, в которой они не хотят соглашаться с тем, что им предлагает и навязывает президент Трамп. Они считают, что это незаконно с точки зрения международного права. И мироустройство, как бы, значит, получается, он также себя ведет по их рассказу, как и сам Путин. Путин самый главный, значит, террорист и бандит, якобы способник терроризма. На самом деле, если меня спросить, он первый террорист в этом мире, сейчас нынешнем, так, он способствует тому, чтобы вот это все эти войны развивать, имперскую линию проводит. Это линия террора, которую еще объявляли во время царской России, объявлял эту линию там. Террор, это слова были Ленина, который тогда, когда брал власть в 17 году, вот это все повторял. У них были, когда они это делали, у них были, значит, планы. Вот план там выполнения задачи какой-то. Вот ему давали какому-то руководителю там губернии, района, давали план, что он должен в этом, скажем, в году расстрелять там 100 тысяч человек. А он расстреливал 100 тысяч и говорил, как соревнование выполнил, говорит, перевыполню план. А что? Дайте я 110 тысяч. И ему там Ленин, Сталин, они разрешали. То есть они вот такие вот люди. Квоты выписывали, Аят, квоты. Да?
Квоты Да-да, выписывали. квоты выписывали, и Представьте. за перевыполнение плана они получали какие-то льготы. То есть они выросли на этой платформе люди. То есть и вот что я хочу сказать. И весь мир, который хочет из России сделать, допустим, демократической страной. Я помню, когда мне пришлось быть в Америке и встречался там с разными их политическими деятелями. Они мне говорили, я говорил, что у нас такая цитата, они мне говорили: да что вы говорите, скоро Россия станет демократической, и тогда и ваши проблемы мы сможем поднять. Сейчас очень тяжелое положение. Я помню, я сказал там им, что Россия никогда, нынешняя Россия, если она не изменится, если она не будет, в общем, по сути дела, никогда не станет демократической. Нет, нет, я помню, один там мужчина мне говорил, нет, подошел, говорит, вы, говорит, не понимаете, будет, говорит, нет. Еще он, видимо, чуть-чуть по-русски знал и говорит, будет, убеждал меня. Но я не стал ему ничего говорить, потому что он ничего не решает, а мы знали, что такое. Или она лукавили. Может быть, эти люди лукавили, но вот мы сегодня видим, как сказал наш президент, первый Джагар, да, он сказал, если вы считаете, что Чеченская республика это внутреннее дело России, то завтра настанет день, когда Европа и остальное все станет внутренним делом России. И он, как говорится, воду глядел. Прямо так и есть. Мы видим сегодня, что это проблема, которая стала перед нашим народом тогда, после того, как мы создали свое государство в 91-м, 2-м, 4-м, потом в 95-м году, 7-м, 9-м, 99-м году, что вот эта вся проблема, с которой мы столкнулись, и остальной мир считал, что это, мол, решится так или нет, и они говорили, давайте решайте вопрос малой крови. Теперь эта малая кровь уже расширилась до того, что стали гибнуть люди других государств, и угрожает, чтобы сейчас эта кровь может будет литься и на Западе. Вот до чего дошло, если вовремя не остановить, скажем, террористы и бандиты, вот к чему приводит. А мы-то свое государство создали, оно называлось Чеченская республика вначале, потом, когда они нас незаконно вписали в свою Конституцию в 93 году, которая тоже, кстати, была незаконна, мы ее переименовали 16 января 94 года Чеченская республика Ичкерия. Так вот, вот с тех пор эти люди творят ну, человеческо-ненавистнические действия. Они не считаются, особенно если ты, значит, другой национальности, внутри России или за пределами России. Они идут просто как эти, как медведи, идут, ничего не смотрят и убивают людей. У них были планы вот по расстрелу, скажем, количества людей. По каждому, скажем, по каждой губернии, еще в то время это началось еще раньше, чем Ленин, но и до этого это все было. Так что ситуация вот такая, и то, что сейчас происходит, вот я хочу просто вам зачитать, сейчас вот записал себе, значит, в прошлую ночь Россия ударила по Киеву, 26 ракет они запустили. И представьте себе, 339 дронов. Значит, и что получилось в итоге? В итоге, я не говорю о убитых, раненых, получилось так, что 5600 этажей, многоэтажек высотных, пострадали, так, и, значит, остались без света и энергии. Представь себе, что они делают. Вот это идет вот этот экономический форум в Давосе, они смотрят на это или нет? Поэтому к этому, конечно, мы должны относиться все очень внимательно. Мы поддерживаем, однозначно поддерживаем Украину. Наша легитимная власть в лице президиума правительства поддерживает Украину. И мы об этом неоднократно писали и пишем. И на этой стороне. В то же время мы видим с вами, что происходит во всем мире. Европа, которая так вот думала легко от этого, как говорится, отвернуться, и что вопрос решится,
Вот мы видим, что не решается. Видим, что не решается. Тогда мы всегда вспоминаем, когда вот здесь вот разные блогеры или украинские, или другие начинают говорить, они начинают всегда говорить: вот Россия напала на Грузию, и поехало, и пошло, начали. А про Чеченскую республику, как будто б она какая-то заразная, они молчат. Дорогие мои, нет. Чеченский народ создал свое государство в рамках современного международного права и по праву создал. Наше государство было еще в 18 году захвачено, и захвачено, и втянуто в состав России, Советского Союза. 24 году. И теперь, когда мы получили право восстановить свое государство, некоторые блогеры, некоторые политики садятся и начинают здесь упражняться в словоблудии. Вот начали с Грузии. Да, начали с Грузии, но до этого была Чеченская республика, в которой они убили каждого четвертого человека, то есть 250 тысяч человек они убили, 40 тысяч детей. Я хочу напомнить, потому что здесь сейчас говорят о том, что Россия захватила 20 тысяч украинских детей и прячет их. Значит, учит их своему языку, своим традициям, подвергает их своего рода давлению, а потом, чтобы они завтра были русскими. Вот что творят. У нас они забрали и посадили в тюрьму 20 тысяч пленных. И они уже 20 с лишним лет сидят, и оттуда в основном они выпускают их только убитыми или уже непригодными к жизни. Эти вещи мы должны знать, и те из нас, кто это не понимает, и те из наших людей, которые это не хотят понять и ведут себя так вот развязанно, уходя от той основы, которую принял наш народ в рамках современного права и в рамках справедливости решений нашего народа, уходя от этого, которые вот эти вещи творят, это люди, которые или ничего не понимают, или люди, которые хотят вести нас, значит, еще в большую бездну. Вот в чем сейчас состоит проблема. Сейчас вот, когда мы видим, что происходит в Давосе, я вот смотрел разные другие моменты, оказывается, Трамп едет туда, и там есть официально, что там приезжает туда президент Зеленский, и они там вот планируют то все, вот российская сторона тоже присылала своего Дмитриева. Что они хотят добиться? Что там будет? Это еще будет видно, когда вот сейчас Трамп подпишет он этот договор о предоставлении безопасности украинскому народу, Украине, или нет. Теперь выясняется из их разговора, что там будет, мол, рамочное какое-то подписание. Что значит рамочное? Рамочное или фигурное, или круглое, или кубическое. Там они как угодно обзывают все эти вот названия, эти договора, договоренность, договора, соглашения или, значит, предварительное что-то. Мне пришлось участвовать в этих вот российскими, скажем, переговорам, где они как угодно обзывали вот это все для того, чтобы уйти от ответственности или для того, чтобы выставить дело таким образом, что вот они говорят сейчас война на Украине. Нет, это не война на Украине. Как они про нас говорили, война в Чечне. Нет, это не война в Украине. Это российская агрессия, это война против суверенного государства. Поэтому в этом ключе сейчас вот это все раскручивается, и мы видим, что если вот мировое сообщество в лице, скажем, теперь уже Европы и других государств, которые сейчас пытаются объединиться, если не даст отпор, они сядут на голову. И нас бросят в бездну они. Они потом, мы вот, допустим, обладая такими современными экономическими или, скажем, техническими средствами, а мы забудем, что такое было там 200 лет назад страдания на этих народов. Так они с этими средствами вообще развалят этот народ, этих людей. Помните, было такое решение, что выступал этот российский этот Чубайс, он на этом форуме выступал и говорил, что надо довести население планеты до 2 миллиардов, что Земля не прокормит их.
И потом появились разные эти ковиды, мовиды и всяческие людей, чтобы они поняли, видимо, что эти ковиды не могут убить. Вот где-то какая-то вот линия идет вот этих вот больших, как говорится, планов, которые, чтобы уменьшить население Земли. Но это когда я предполагаю сам и говорю, и они пытаются вести дело такому состоянию, чтобы мы думали, что это все как будто беспокоится о жизни. Мы говорим, вот убили, вот стреляли, вот все. Вот уже 4 года стреляют, убивают каждый день украинцев. Более того, вот я всегда говорю о нашей стране, о нашей территории. Там тоже находится 37-й год, умноженный, скажем, на несколько степеней жесткий. И Да. это все творит кто? Это творит этот Путин, это творит вот эта империя, которая хочет возродиться, вновь и стать на ноги. Она своих друзей потом предаст, как предает она сегодня. Возьмите этого Мадуру, возьмите этот Иран или возьмите эту Сирию. Точно так она вновь предаст своих друзей. Вот с чем мы имеем дело. Поэтому сейчас что будет, скажем, в Давосе, но уже предварительно вот такое заявление сделано, и, видимо, здесь какие-то вот будут европейские лидеры разговаривать напрямую с Трампом, а Трамп уже напал на, как говорится, напал на президента Франции и клеймит его все. Это что такое? Не будет, не надо. Не хотим его, пусть не приходит. Все равно он будет. Мы там, он хочет создать какую-то организацию, как она называется, Аслан, план мира, что ли, А, или совет мира. Союз мира. Союз Да, мира. да. И говорит, что он будет, как говорится, вечным лидером, он будет там. Если даже он президент не станет, он будет там главный, и во всем мире он наведет порядок. Я надеюсь, что в конечном итоге все, что он говорит, это есть то, чтобы как-то вот вывести из колеи, может быть, эти диктаторские режимы. И то, что он говорит, мы сейчас захватим там Гренландию, тоже это какие-то там отвлеченные моменты, и что это не будет, я надеюсь на это. Или они как-то договорятся, практически Гренландия никакие претензии не предъявляет, и предоставляет Америке и всем европейским странам свою как территорию для того, чтобы можно было вместе защищаться от внешнего врага. А здесь вот хотят ее захватить себе, и себе он, мол, присвоит. В общем, вот такая ситуация. Аслан, давай уже мы 18 минут мы как бы говорим. Давай, значит, если будут вопросы, ответы, поговорим. Мгм. В этом плане. Я вот по поводу вот этого союза мира или чего они там сейчас объединяются, как вы считаете, вот для чего это делается? И вообще по поводу вот этой Гренландии, это что? Внутри НАТО это Трамп показывает, кто в доме хозяин, или это какая-то такая мобилизационная игра для всей Европы? Давайте, парни, мобилизуйтесь. Я думаю, что он уже говорит, что он надо убрать, и вместо этого будет это его совет мира. Он будет здесь, в общем, все возглавлять, и навечно, сколько он будет жить. Вот так вот. Он прям об этом говорит. Говорит, вот для чего еще? Может быть, имеет он какие-то другие планы и виды, но, по крайней мере, сейчас мы видим, что что-то, что происходит, является, если вот так вот все обернется, то для малых, как говорят, малочисленных народов или для территорий и государств, которые имеют маленькую, ну, меньше во много раз территории, как Чеченская республика, а таких государств в мире около 40 члены Организации Объединенных Наций. Мгм. А наши государства, они всячески препятствуют признанию его, и мы сейчас работаем над этим. И надеюсь, что как и Украина, и Грузия нашу страну признают, и мы дальше будем в этом направлении работать. Наши люди, которые воюют теперь бок о бок с украинцами против России в Украине, это те люди, которые хотят, чтобы освободить
и Украину, и нашу страну, чтобы потом мы могли жить мирно в этом мире по соседству, развиваясь и приумножая как свои богатства. Вот о чем речь. А так, что сейчас Трамп придумает, пока что неизвестно. И известно только то, что вот, их планы. Вот планы у них есть грандиозные. И вот когда он сходит с этой линии, захватил вот сейчас президентом Венесуэлы, и там какие-то непонятные дела, но ясно одно, что это противоречит всем нормам международного права. Мы надеемся, что как-то это образуется, и европейские страны теперь тоже начали активно ему противодействовать. Как я вижу, наверное, все это видите и видят. И надеюсь, что Европа понимает, что сегодня Украина – это есть ударный кулак, это мощная армия, около миллиона человек, так? И ее надо, значит, закрепить. Надо, чтобы Украина победила, надо, чтобы ситуация, которая сейчас складывается в мире, не была в пользу России. Россия – Мгм. это империя. Она сейчас идет по трупам и говорит о том, что она пойдет и дальше. Дать ей какую-то там передышку, или которую сейчас они хотят подписать договор, так, или это гарантия безопасности. Если это гарантия безопасности только слова, зачем это подписывать? Они подписывали в 1994 году передачу атомного оружия, и какая гарантия безопасности теперь у Украины? Никакой. Поэтому здесь вопрос совсем иначе стоит сейчас. Посмотрим, как будет развиваться. Я вижу, что президент Украины Зеленский и украинский народ, в принципе, настроен на то, чтобы не подавать, не давать, как говорится, подачку, как будто бы им дает Трамп. На самом деле, если будет Украина вот так вот унижена, то это дальше пойдет, они понимают. Но Украину нельзя унизить, потому что она борется и будет бороться в любом случае, как я это понимаю. И Украина победит обязательно, и вместе с Украиной победим и мы. Аслан? Да, да, вот Трамп просит заранее на любые преступления возможные иммунитет для себя. Также Трамп очень сильно обиделся на то, что ему не дали вот эту абсолютно скомпрометированную Нобелевскую премию мира, которую дают кому попало, в принципе, от Дмитрия Муратова, заканчивая кем угодно. И он такие интересные вещи сказал. Он сказал, что ну я стремился к миру, но раз вы мне не даете, то типа извините. Раньше он как-то сказал, что Зеленский, когда должен провести выборы, обсуждалось, он сказал, если Зеленский, ну, во время войны выборы не проводятся, сказал Зеленский, и тогда Трамп так многозначительно сказал, да, интересно, если начнется война, значит, нам не придется проводить выборы. И вот, не знаю, может, это игра какая-то, может, на самом деле. Как вы считаете, готовить, ну, то, что выделяется 1,5 триллиона, это вроде бы попросил у Конгресса одобрить Трамп на Пентагон 1,5 триллиона, то есть с 1 триллиона еще 500 миллиардов сверху долларов. Это вроде бы уже не игра. Как вы считаете, это эскалация готовится, ну, речь идет о большой войне, которая может произойти, которая уже фактически, может быть, идет. Да, естественно, это речь идет о том, что они, видимо, какие-то вот, может быть, они какое-то вооружение там хотят новое придумать или какие-то новые шаги в этом направлении, укрепиться хотят в военном отношении. Это естественно. Мгм. Сегодня она одна, Америка одна из самых мощных военного отношения государств, и в Мгм. военном плане они хотят укрепиться. Здесь нет никакого сомнения. И то, что ты вот подразумеваешь, тоже. То есть она собирается, эта страна собирается во главе, если вот будет и так дальше эта линия, собирается, чтобы дальше вот это военным силовым методом действовать. Вот силовой метод действует, оказывается, есть сейчас в мире не право, скажем, закона или принцип международного права, а есть право силы. Вот к чему идет. Если эти большие государства начнут друг другу воевать или еще что-нибудь, то в конечном итоге, а что делать
другим народам, что делать другим государствам. То есть весь мир как бы поставлен в такую условие сейчас, неизвестно, куда это выйдет. И, естественно, речь идет, как вот о чем ты говоришь, речь идет о дополнительном, значит, увеличении бюджета на военные расходы на 50%. Если миллиард, триллион они взяли же, половину триллиона добавить надо. Вот об этом идет речь, действительно. Я так думаю тоже. Асланбек задает. Шавига Машой, друзья, я всех приветствую. Валейкум ассалам. Чумелю Энек Шавига. Смотрите, у меня здесь как раз вопрос. Вы можете ответить на него. Уже некоторые ответили. Да или нет. Путин сдает союзников. YouTube у нас идет опрос. Сдает сотрудников. Вопрос союзников. Вы можете ответить на него. Пока 56% говорят 55% да и нет 45%. Так что голосуйте, друзья, узнаем наше общее мнение, так сказать, температура по палате. И вот Асланбек задает вопрос, назначат ли после Зеленского Кирилла Буданова, ну, имеется в виду президентом? Ну, а кто знает, назначить его или нет. Назначить его не назначат. Его Выберут. могут назначить в период вот военных действий, войны, если, допустим, что-то произойдет. А вот по Конституции им вместо Зеленского должен председатель парламента быть по их Конституции, насколько мне известно. А здесь, как развиваются события, если будут выборы и народ проголосует за него, тогда он будет президентом, а может сам Зеленский снова его изберут. Здесь трудно сказать, потому что вокруг сейчас этого нового лидера администрации, вернее, не лидера, администрации президента, много слухов. И плохих, и хороших, что только не говорят. Это как обычные завистники или провокаторы что-то говорят. Ну, а там посмотрим, как это будет. Покажет, как говорится, говорят, поле покажет или ковер покажет, говорят. Видно будет, как он себя будет вести. Но, так сказать, невозможно сейчас. По крайней мере, если будет с соблюдением норм Конституции, то его должны избирать. А в военное время должен быть президентом тот, кто является главой парламента, Рады. Такая ситуация. Шамиль такой вопрос задает. И, Шамиль, я его зачитаю, как есть, просто не совсем понимаю. Но я считаю, что Закаев незаконно представляет Ичкерию, говорит Шамиль Халиуллин. А вы на правильном пути. Но о нас говорят о несостоятельности, а больше замалчивают. Ни один вещатель в Израиле, в еврейской среде, не говорит про Ичкерию. Совестно. Не знаю, это, наверное, евреям вопрос. Ну, как вы считаете, почему Израиль, многие евреи, которые получили удар, так сказать, как-то мы с Гарри Табахом проводили стрим, и он сказал, что вот Украина признала Ичкерию, ну, потому что на нее напали, на Украину, и теперь она вот в отместку России, и как бы не совсем честно, справедливо, но вот поэтому она сделала, сказал Гарри. И вроде бы и на Израиль напали. И Израиль Я не сейчас... понял, почему Украина получила? Как это, Гарри? Как он Не сказал? понял. Что получила? Ты сказал, Гарри вот так сказал, что Украина получила независимость. Украина признала Ичкерию, потому что на нее напали. Не потому, что от чистого сердца там хотели так и так далее, а что вот потому, что на нее напали, и она отомстить России там в отместку сделала. Хотя, я думаю, там более глубинные проблемы могут быть, причины могут быть. Но на Израиль тоже напали. И с 23 года, 7 октября, Израиль, в принципе, в очень тяжелом положении находится, в военном положении находится. Почему вы считаете, Израиль, например, который тогда с вашим правительством, вашим там, Джахара Дудаева правительством, очень хорошие отношения был, игнорирует вообще полностью нашу тему? Почему вот столько у нас евреев здесь бывает, но вот на уровне государства и правительства никто ничего не говорит? Почему вы считаете так? Знаешь, когда-то вот я встречался вот с лидерами Великобритании, когда Тони Блэйр был там Мгм. командующий. Тогда было принято там решение
Вот мы вместе с Ванессой Редграф, известной киноактрисой, очень-очень известная. Она еще была в организации Объединенных Наций, возглавляла один отдел по детям, там как называется, не помню. И тогда мы там вот сделали встречу, очень большая встреча была на уровне вот помощников Тони Блэра. Там был, я помню, лорд Белл и другие, и большие известные вот эти вот люди были. И там ставился вопрос о том, что нужно, чтобы вот решить вопрос и поднять, должны быть рыцари, которые не боятся и хотят решить те вопросы. Называли несколько фамилий. И потом там в ответ говорили, да, вот этот такой называли, там американцы, еще друг говорили, этот хороший, но он не станет, этот хороший не станет, этот не станет. Почему? Вопросы. А говорит, потому что вот он может стать там защитником, рыцарем, защитником там, значит, природы, или защитником там животных, или защитником еще, или где-нибудь там в Африке там этот вопрос поднять. Он может стать. Да. А вот если он станет и будет защищать Чеченскую республику Ичкерия, то он получит только негатив. А в тех случаях он будет еще больше развиваться, авторитет получит в мире. И почему? А потому что за ней стоит Россия. Так был ответ, так? И сейчас эти страны, пока существует вот эта Россия, вот эта вот имперская гидра, так? Они вот не хотят против нее направить это зло или на свое острие против себя не хотят они. И поэтому нам трудно. Мы когда вот признание вот так делаем, и если Гарри говорил, что из-за этого напали, я отвечу, нет, не из-за этого признали нас. Он предположил, Если, он не да, утверждал. если даже это так, он так и думал, здесь ошибочно. Не за это, а потому что мы создали свое государство в рамках современного международного права. Потому что все те, скажем, принципы, которые заложены и условия для того, чтобы создать свое государство, нашим народом было создано, и мы его как бы, значит, воссоздавали свое государство, которое было утеряно, когда вот царская Россия пала и коммунисты тогда захватили. Поэтому в этом смысле признание нашего государства не является, значит, неправомерным. Если он так сказал, так могут другие люди подумать. Понимаешь, Аслан? Он говорит, из-за того, что на Украину, мол, Россия напала, и Украина в отместку, мол, ей это делает. Он хочет сказать, что это не искреннее было решение, неискреннее понятие было депутатов парламента и украинского народа, когда они говорили, что мы признаем незаконную оккупацию территории Чеченской республики Ичкерия и геноцид чеченского народа. С этим я не согласен, что бы никто не говорил. Так что вот такой вот ответ, Аслан. И, Аят, как говорится, Платон мне друг, но знаете, Аят, почему-то до того, что широкомасштабного вторжения Украина не признавала Ичкерию, а после того, как признала, я уверен, я знаю, что в Украине есть искренние наши сторонники, кто переживает за все, это вообще бесспорно. И один из них был Василенко, с которым мы 6 месяцев работали по признанию нашей Ичкерии. Но могу сказать, что после того, как уже признали и как они себя сейчас ведут, некоторые представители Украины, то такое впечатление, что это делалось не искренне ради нас, а делалось для каких-то своих а, политтехнологических игр или каких-то для торговли с Россией там, или еще чего-то. Вот это мое мнение так. Поэтому Ну, это твое мнение. А мое мнение было другое, я тебе сказал. я понял. Поэтому сейчас мы будем говорить о том, что мы имеем факт о том, что они это сделали. Факт. Факт признания, да? До этого, да, надо сказать, что руководство Украины в те годы было совсем другое. Прорусское почти было всегда. Мгм. Даже моя семья в какое-то время находилась там, в Украине, где-то около года. И там им очень было тяжело находиться. Да, Даже да. вот люди, которые были
но как бы нашими сторонники, они предупреждали, чтобы уехала моя семья оттуда. Еще 2001 год это был, так, второй. Мгм. Так что там во власти сидели российские да, деятели. Мы знаем, Мгм. кто там был, вот так. Не все, но, в общем, вот такие сидели, а которые могли прийти, у них не было ни возможности, ни силы, потому что внутри она была вот напичкана вот этими всей этой идеологией против самой Украины и то, что она должна быть единым, как говорится, целым с Россией. Мы это помним. Поэтому и украинским народу, и другим народам трудно вот этот вопрос признать. А вот когда Россия сказала, они признали даже Южную, так называемую Южную Осетию государством, признали Абхазию государством. Только Россия вот сказала, давайте. Понимаете? Многие разные страны. С чести сказать, что эти страны не пошли на признание даже, и этих вот понимают, что это со стороны России. Здесь, с одной стороны, они так упираются, а с другой стороны, в отношении нашего, признания нашего государства, это есть признание, это долг чести каждой, кажется, власти в любой стране, потому что мы создали свое государство, нас оккупировали так незаконно, столько людей убили, мы столько бились, и во всем мире вот такие ярлыки на нас навесили и хотят, чтобы там что-то такое говорят. И сегодня они, эти люди, вот эти власти некоторые, да, сегодня разговаривают и действуют с кем? Обратите внимание. С марионетками, самозванцами. Они их принимают и в Балтийских республиках, еще где-то, еще везде, вот в некоторых местах, надо сказать, не везде, но они пронырили их там, против них ничего не говорят. Ничего не могут сказать даже против самозванцев, когда видят, что эти люди самозванцы, видят, что они не имеют никаких полномочий, но они с ними работают, делают вид, что это они не замечают. Вот так вот складывается ситуация, и по поводу вот этих республик, которые находятся в составе нынешней России, и их лидеры такие, которые здесь на Западе, они здесь пытаются что-то делать, они должны учитывать опыт сейчас народа. Но кроме этого, я как вижу, вместо этого они с этими самозванцами общаются и на их уровень с ними опускаются. Это, знаете, как в этом в бойне, когда вот ведут, запускает барана, впереди козла ставит, этот козел идет, его пропускает, а остальным все голову отрубать. Вот такую вот стройку и вот такой строй становиться нельзя. Это очень опасно, потому что этим людям позволяет, их здесь водит, как говорится, помогает им и думает, что они. И когда надо, они, значит, как бы между собой какую-то там устраивают драчку друг, то все, или там с русскими. То есть они натренированы в этом вопросе. Но мы должны видеть факт, что происходит. Мы должны понимать, что происходит. Ну вот, все на этом остановлюсь. Возвращаясь к еврейской теме, Аят, здесь Шамиль говорит, что он имеет в виду также и об американских каналах с еврейскими ведущими, которыми. Аят, вот очень интересно бы узнать, а, вот вы как-то в стриме сказали, что вы, Ичкерия, президиум правительства, готовы были подписать аврамические соглашения, которые многие арабские страны, мусульманские страны уже подписывают с Израилем, Соединенными Штатами. А, Чтобы вообще, что нужно сделать для того, чтобы наконец-то там и в Америке, и евреи услышали нас, хотя, ну и обратили внимание на нашу проблему. Ведь Я им было понимаю. выгодно, мне кажется, было бы очень выгодно. Я что-то про аврамические соглашения, что мы собирались подписывать. Видимо, без меня кто-то это говорил. Я это не говорил, насколько я помню. Но, может быть, это было бы с какой-то степенью, если общее такое решение вот принималось бы, может быть, и было бы и правильно. Но это надо этот вопрос изучить, я поэтому не могу сейчас сказать. С другой стороны, что нужно было сделать? Нам понятно, что сегодня Израиль играет роль высокого, так сказать, представителя международного, так сказать, уровня.
они себя считают не ниже там любой страны Европы, не ниже любого государства во всем мире, собственно говоря, за исключением, может, каких-то крупных, Америка, Китай, они себя на этом уровне считают, поэтому их мышление, оно высоко развито. И сейчас, когда вот мы видим, что происходит там, они, видимо, где-то вот проявятся, вот там у них есть такой вот Авраам Шмулевич, который, и там еще с некоторыми семьями, они постоянно вели там разговоры, разговаривали. Так когда вот Украина признала наше государство в 22 году, и над этим работали люди с легитимным полномочием, в том числе и я, и Алла Дуда, и другие и их сторонники, и тот человек, который ты называл Василенко, и другие. Так они начали поздравлять Закаева, поздравляем вас. И я им сказал, какое они отношение к этому имеют. Вот у них такое понятие, или они специально так говорят, понимаете? Специально. Вот этот Шмулевич Да, очень может быть, специально. подозрительный тип, я вам скажу. Да. Ну, вопрос не подозрительный, а вопрос в этом факте. Поэтому я сказал им, Да-да. что нельзя так себе быстро разбираться. Они уже не первый раз такое делают, или непонятно. Но нужно здесь пояснить, что это такое и как вот в этом вопросе, чтобы у них не было никаких сомнений. Хотя я делал интервью, рассказывал и с этими, вот это дело все как бы излагал им, но все равно они с какой-то почвы, на какое-то основание решили сделать именно так. А это всех нас, ну, скажем, не то что оскорбило, удивило. Как они могут такое говорить? На каком основании? От того, что они по всей планете всей туда-сюда носятся и всякую вот, и никто у них не спросит, кто вы такие? Никто не спросит. Ну-ка покажите вас основу. Вот именно этот Шмулевич спросил ли, ну-ка покажите основу вашей легитимности или базы. Никто не спрашивает и водит их за ручку. То есть это ведомые за ручку люди. Понимаете? Я так Да-да. думаю. Ну ничего. Да, ладно, поехали дальше. Так, друзья, задавайте вопросы. У нас голосование. Можете голосовать. Сдает ли Путин союзников? Как вы считаете, да или нет? И вот по поводу Ирана, начались события, мы это обсуждали. Было восстание, мятеж был, много убитых. Вроде бы сейчас подавили это восстание. Сейчас какие-то события разворачиваются в Сирии, идет уничтожение курдов, курды сопротивляются, вроде сейчас что-то подписали или собираются подписать, вроде бы там на мир собираются, на мир заключать. И в Иране, как известно, тоже есть курды, у них тоже претензии к Ирану. Но вообще курды всеми гонимы, к сожалению, большому, и всеми предаваемы очень часто. Поэтому, как вы считаете, вот ситуация в Иране, она еще обострится? Потому что для меня, кажется, Но это да, вот прямой об огонь на этом много Кавказ. говорится, да, много об этом говорится. Значит, идут разные здесь и блогеры, и политики об этом говорят. Говорят, Трамп даже заявил, что вот теперь они там этих бунтующих не убивают. И главным образом говорят, что он говорил, что мы, мол, держитесь, помощь к вам идет. Обещал людям, М, держитесь, мол. И там эти люди надеялись, что сейчас Трамп придет или чем-то окажет им помощь, чтобы они победили. Они туда хотели во власть прийти вот этот бывший сын, это Шаха Пехлеви, который живет в Америке. Но, как я понимаю, этот Шах Пехлеви и его сын, короче говоря, не получается у них, видимо, не договариваются они, что ситуация не настраивается таким образом. И там, в Иране, никто, наверное, не хочет этого сына Шаха Пехлеви, чтобы он вернулся. Они хотят сами как-то этот вопрос разрулить. И, наверное, у них там есть какие-то новые лидеры, которые пока нам не показывают. Но они не высвечиваются. Но в то же время здесь вот дело идет как бы к тому, чтобы успокоиться. Вроде бы сейчас как-то успокаивается ситуация, но она взрывоопасная.
и непонятно, что будет. В Сирии ведь тоже было так. Вроде бы как бы все решили, все пошло потихоньку, так? И раз тяна, и погнали этого Саддама. Саддам или как его? Асада. Асада. Погнали, да. И это может быть там тоже. Это такой вот признак, который сейчас вот произошел в самом Иране, да. Мгм. Это же оно, как говорится, это же, ну, как сказать, это фурункул, который вылез, а он вылез не просто сам по себе, а потому что внутри всего этого народа вот это все бурлит. И значит, это будет, если не сегодня, то завтра, образно я говорю. Видимо, Иран освободится от этих диктаторского режима и будет по своей жизни развиваться вот так вот. И к тому же здесь, видимо, и Израиль, вот как я слышу, и Саудовская Аравия, и другие страны опасаются, если сейчас туда войдет этот, скажем, Байден, то есть Байден, я говорю, Трамп, то там может развиться такая вот полномасштабная война, которая развернется на долгие годы. И тогда Иран, конечно, начнет стрелять по всем этим союзникам, в первую очередь не по Америке, а по союзникам начнет стрелять, по Саудовской Аравии, по Израилю. То есть они еще не готовы, я так полагаю. Мгм. И поэтому там вот такая вот вроде бы как бы спокойно им дают вот это. Но они вот скрыли, как говорится, этот фурункул, и видно, что вот этот нарыв изнутри есть в этой стране против этой власти, я так понимаю. Мгм. Да. Баркал, Айдесуль. Так, друзья, задавайте вопросы. Вот здесь какой-то ник и или говорит, что вот спрашивает, а вот вы сказали про самозванца, намекаете, вы на Закаева намекаете, спрашивает? Я не окей, прямо говорю. Много раз. Закая и его компания — это самозванцы, которые, значит, не имеют никакой основы, собирались то в Швейцарии, потом в Лихтенштейне, потом в Копенгагене. И везде вот есть приняты ими документы, в которых они говорят, что они, значит, наше государство является частью России. И они не имеют права это говорить, это противоречит решению нашего народа. Они потайно, значит, начало вот эти вещи вели и ведут до сих пор. Они все, что они, то они, значит, с одной позиции, когда в 2007 году они при действующем президенте начали какие-то там разговоры, которые там против президента и других против нас сегодня, вот против даже Трампа, то есть, вернее, Макрона выступают, да, и против Трампа того же. Взяв это за основу, начали раскручивать эту, как говорится, линию, кричать, он вот он это сделал, если он это сделал, но если он это сделает, то это понимаю, он, значит, мол, нас исламское в бездну вводит, что он против международного права, потом вдруг объявляет, что он это сделал, и потом самозваный, так сказать, парламент, который он незаконно создал, присвоил себе сайт Чечен-пресс государства. На этой Мгм. основе они выдали какое-то постановление, в котором они заявили, что он самоустранился. Но если он самоустранился, не было никакого ни указа, ничего, а я знаю, и в природе не было этого, они заявили, что один является главой государства, а другой премьер-министром. Должности, которые в нашей Конституции нет, у нас нету. Они в Мгм. этом смысле дилетанты. К тому же. Потом они пошли дальше по пути вот это все утверждать. И уже ситуация столкнулась таким образом. Через некоторое время президент тоже, значит, сложил в себя полномочия уже 9 декабря, через месяц с лишним, и объявил, что он создает это религиозное объединение. Так? А этот, который боролся якобы против вот этого религиозного движения, который якобы виноват был президент Умаров,
через 10 лет заявляет, что он тоже теперь переходит на религиозную основу. Раньше был демократом, когда против него боролся, а потом на религиозную основу переходит. Теперь, перейдя на религиозную основу, он везде здесь ходит, разъезжает, а документы приняты ими за подписями этих людей, которые там были, так, есть. И более Мгм. того, они между собой там поссорились и там устроили целую там схватку, и тот парламент, который они сами создали, этот парламент этого закаевскую команду уволил. Это тоже мало кто знает. После увольнения получилось, значит, Сараляпа уволил Закаева, а Закаев уволил Сараляпа. Их государство осталось обезглавленным. Теперь они носятся, перешли на, уже говорят, приняли на религиозно, перешел Закаев, его команда. Теперь они говорят, что мы демократы. Они в Украине, говорят, везде, кто им вопросы задает, только покажите, где вы. У них нет никакой основы, это самозванцы. Вот поэтому оно так и есть. Здесь нет никакого секрета, и при том все, что я это говорю, это не я и не другие, не мы с вами придумали. Это они сами, вот эти документы, все опубликовано, она открыто в печати есть. И они думают, что остальные люди, которые смотрят на это, что они понимают. Люди здесь в Европе, везде, которых я знаю, смеются и говорят, что это такое, но они, это как посторонние люди, но они над этим смеются. А эти вот такую вот ведут работу. Для нас важно одно, что мы здесь на Западе должны сделать так, чтобы наше государство было признано как, пусть оно как оккупировано, осужден геноцид, это будет для нас основа, когда ситуация появится, чтобы мы могли освободить свое государство и восстановить нашу государственность по той конституции, которая у нас есть. Вот в этом, то есть, смысл. И вот эти самозванцы, и потом к ним еще приданы еще некоторые разные блогеры, которые также себя ведут, кажут себя. Эти блогеры тоже такие вот вещи говорят и изображают из себя тоже. Есть какие-то там движения еще. То есть в итоге получается, вместо того, чтобы вот так вот мы вместе работали, они вот при помощи этого имперского, как говорится, гидры, который сидит в Москве, они раскручивают вот эту всю вот эту противоположную ситуацию, чтобы мы не объединили наших людей. Потому что наши люди, они сейчас сидят и не могут ни встать, ни голову поднять. Почему? Потому что они понимают, что если они этот вопрос будут поднимать, то там на родине все те люди, которые находятся, у них они могут быть подвергаться давлению. Это вот такой метод, который против нас применяет сегодня Кремль. Вот такая ситуация. Мы, которые, вот, допустим, я, который засветился еще с 90-го года, 91-го года, эту работу я буду делать и продолжаю со своими товарищами. И поэтому здесь открыто говорится, если это кого интересует, пожалуйста, заходите к нам на наши сайты или обращайтесь к нам. Мы все это выставим. Оно есть много. Вот, Есть, много есть. Аслан? Много есть, много, и все равно к вам постоянно связываются молодые люди или не очень молодые люди, которые очень болеют душой, искренне переживают. Но так как мы знаем, что на вот эту группу Закаева выделяет Россия большие деньги, здесь на Западе он удобный собеседник, потому что он на все соглашается и не отстаивает абсолютно никакие наши интересы. И на Западе как бы, ну, попользоваться не прочь, если Нет, такие это варианты. вопрос, что эти разные страны, которые их принимают, они тем самым как бы намекают, те, которые их принимают, намекают: "Вот мы как-то согласны с вашими засланцами", и с ними носятся. Да-да. И вот, к вам с вами выходят на связь люди, и вот буквально пару недель назад, и раньше к вам постоянно с вами на связь выходят. Пару недель назад мы был последний раз, когда мы как раз в эфире это обсудили. Вы позвали вот этих самозванцев, именно с Закаева, прийти на дебаты открытые, публичные, потому что они морочат людям голову. И такие профессионально, с актерскими данными, профессионально морочат голову. Люди, чеченцы, дезориентированы некоторые.
И за эти 2 недели, что произошло? Кто-нибудь вышел с вами на связь? Вот у меня есть видео на YouTube. Но они тогда, я говорил, они тогда, вот эти посредники, которые, они имели в виду в самом деле, что нужно, значит, прямо в эфире выступить. Я им дал согласие, хорошо, хотя с ними не стоило разговаривать, это отщепенцы, это с ними говорить нет смысла. Но они начали меня, значит, в этом смысле призывать к тому, давай, почему ты не скажешь, получается, что ты не хочешь, или там ты в чем-то можешь. Я говорю, хорошо, если так ставится вопрос, я готов. Потом они выяснили, что эти люди, которые связались с ними, когда они сказали им, они сказали, нет, мы будем один на один встречаться, ну там с какой-то группой. А я им ответил, не надо один на один. Я хочу, чтобы люди видели в эфире, и мы Конечно. поговорим прямо, чтобы весь мир видел, или тех, кто заинтересован, поговорим. И еще этим сказал, они не выйдут сюда, знает кошка, что мясо съела, они знают сами, чем они занимаются. Вот мы всегда вот в этом вопросе, конкретно один вопрос поднять, вопрос о том, о легитимности и базе, которой они чем занимаются. Здесь есть люди, которые являются избранными людьми нашим народом еще в 92 году на очередных выборах, там и в парламенте, и судебной власти, органы самоуправления, и назначены последним президентом, и которые не перешли на сторону Кремля. Вот эти люди только в нашем президиуме правительства могут быть, и они вот действуют сообразно того, что это они имеют эти полномочия, обязанности этим заниматься. Вот такая ситуация, Слав. А что эти посредники, больше они не выходили на связь? Они пока еще вот прошло, вот недели-две 2 прошло, недели. 2. да, да, они ничего не говорят. Мне-то, я-то вопрос ответил, видимо, они слышали это, а может быть и не слышали. Но, по крайней мере, ко мне они больше не обращались. Я когда дал им согласие, видимо, там у них не получается. Но я им сказал, что мы не будем, я не буду там с ними где-то потайно сидеть, разговаривать, встречаться, что-то доказывать. Мне доказывать ничего не надо. Вот пусть народ весь видит, давайте садитесь, сядем здесь, вот здесь или в какую-то там открытую, чтобы все видели, вопросы, ответы. Но вопрос один. Покажите на вашу легийную базу, покажите, кто вы и почему вы этим занимаетесь. Так, вот этот вопрос должен стоять. И я им говорил, этот вопрос, я им дал интервью еще 2 года назад этой группе и сказал, вот у нас есть вопрос, ответьте, возьмите у них интервью. Они уже 2 года не могут у них взять, не могут взять у них интервью. Они там теперь снова подняли этот вопрос. Вот об этом идет речь. То есть я считаю, что если говорить эти вещи, то надо говорить открыто, прямо, чтобы было видно. Вопросы будут задаваться, ответы. Все. Такая Баркалаят. ситуация. Асланбек задает вопрос: почему средства информации, средства массовой информации Украины не говорят, что много чеченцев воюют за свободу Украины? Как вы думаете? Хотя там тысячи чеченцев воюют, тысячи. Но почему они говорят, это я что могу думать? Я думаю, что это плохо. Вот. Надо побольше показывать, побольше с ними общаться, потому что там тоже среди наших этих бойцов, которые там тоже эти самозванцы внедрились, и там какой-то раскол, как и на Западе, среди них пытается создать. Вот в Да. этом вся вот эта проблема тоже, скорее всего. Они же везде там, значит, вот так. В самой Украине достаточно, это мы видим, мы по информации везде видим, что там в Украине тоже вот эти вот агентура российская работает. Может быть, из числа украинцев, может быть, нет, и других. Это вопрос такой. Вот поэтому, скорее всего, только это Аслан. Мгм. Да, там люди, которые воюют за Украину, некоторые граждане Украины уже, которые давно там живут, некоторые, которые выехали, бойцы есть, есть, которые позже приехали. Да-да.
Они Есть, обходят стороной. Я разговаривал с человеком, да, он сказал, конечно. что когда мы знаем, что где-то там Закаев, вот эта вся толпа, что мы их обходим стороной, чтобы не засветиться и никто не узнал наши имена. Да, такое есть. Они даже, понимаете, они даже взяли батальон имени Жагар Дудаева, они его как бы обнулили совсем. И они взяли и записали, что это их был батальон. Никогда бы батальон имени Жагар Дудаева не был бы в составе под командой Закаева. Они Мгм. его записали. То есть они там в Википедии выпустили, что вот сколько вот мы создаем, мы это делаем. Но это все фейки, все. Да, Это, фактически его не существует, батальона Джахар да, Дудаева. нет, нет, Он только формально существует, да. да. У меня такой вопрос, говорит, кавказец задает вопрос. У меня такой вопрос. Почему Трамп зовет террориста-убийцу, того, кто устраивал геноцид над народами Кавказа, Сирии и той же Палестины, Путина в Совет мира по Газе? Ну, он хочет перехитрить Путина, но его не перехитришь, он уже имеет опыт большой. Трамп думает, что он экономические вот эти дела делает и там в бизнесе всех перехитрил, Миллиард, сказал, а вложить. этот имеет опыт еще с царской 300-400 лет и знает, как себя вести. Я думаю, что поэтому, только поэтому. А это не удастся ему. Ясно. Так, сейчас тут я немножко перемотал, смотрю, что там активизировались парни. Так, это было. М, Ну вот, видите, не согласны, с тем, что вы здесь говорите. И здесь, человек говорит, что, самозванец и его, театральная труппа что-то двигает она. Не знает он, правда, что двигает. Хоть не просто болтает. Сотрудничать нужно с союзниками: Грузией, Украиной, европейскими странами, как Закаев, как он видит. Вот, Закаев, Кутаев, вот объединяйтесь, говорит. Что вы скажете о этом? Они двигают что-то? Они двигают, надо посмотреть, в пользу кого. В пользу кого, на основании чего. Что Ну, они двигают? разница, главное, чтобы Они двигали, чтобы, главное, чтобы двигали. вот они двигают, если у вас будут возможности такие, и вас будут протаскивать везде и всюду, то они будут как бы движущим казаться, да? А на самом деле они-то ничего не двигают. Ничего не двигают, это все блеф. Мы говорим, а что, если, допустим, они вот говорят, мы вот там, Чеченская Республика, посмотрите, а их герб, который они носят, это не наш герб. Их паспорта, которые они продают, это не наш. Эти ордена, которые они там выставляют, это не наши, так? То есть везде и всюду они как бы, значит, извращенно. Это не наше. Это не чеченского народа. И его, во-первых. Во-вторых, если интересно этому человеку, ну давайте поднимем эти разговоры, которые они приняли в 2001 году, втором и третьем, скажем, году. Мгм. Значит, они там тайно встретились в Лихтенштейне, до этого в Женеве. Везде есть публикации, в которых они пишут, что что территория Чечни является частью России. Это было в Женеве, в Швейцарии, потом в Лихтенштейне. Потом они приняли, значит, так называемую, потайно собрали там своих людей, пригласили Хасбулатова в 2002 году, в октябре. И Трамп принял резолюцию, в которой записано, фактически там записано, что мы являемся частью России, и нужно решать вопрос взаимоотношений на основе плана Хасбулатова. План Хасбулатова – это план, в котором говорит, что мы являемся, наша территория является частью России. С какого, как говорится, опыта или знания они это на себя берут?
где это написано, что мы-то свое государство создали в соответствии с международным правом, так? И потом в 91-2 году Грузия нас признала, после того, как мы оформились как государство, так? И потом выступил по этому поводу, много выступал, и прежде президент Джохар Дудай, и говорил, что мы никогда навеки вечные, мы создали свое государство, и мы никогда не будем вести переговоры о нашей государственности, имелось в виду, ни с кем, и с Россией в том числе. А этот везде говорит, что мы часть России. Вот эту работу они ведут. Есть документы, которые мы говорим. А то, что вам кажется, что они там так-сяк ведут себя, вот я их пригласил, давайте, придите, покажите, где вы, кто вы и что вы делаете. Они взяли какой-то там отчет, какой-то там выставили здесь. Чем они занимаются? Все, что они выставляют, это мотор Олсона, это видимость, создание видимости. На самом деле нам необходимо сделать так, когда ты пойдешь, скажем, на какое-то предприятие или куда-то, и там проход, ты должен показать документ, кто ты, да? А если у тебя не действительно документы, они пропустят. Их никуда не пропустят, они этим и занимаются. Поэтому мы говорим, вот такая ситуация. Ничем они не занимаются, кроме как мотор шлили. Вот и все. Имитация. Да. Да, муаттар-шук. Шейга муаттар-шук. Ясно. Хорошо, Аят, мы уже больше часа в эфире. Хорошо, давай тогда закончим. Давай. Да, предлагаю закончить сегодняшний стрим. Спасибо всем. Спасибо, Аят, Дерейс Хуйль. Баркал Масана, Дерейс Хуйль. Адик, Адик Далёль. Всего хорошего. До завтра, друзья. Адик Ёль Машуэль. До свидания.